بسم الله الرحمن الرحيم Что такое ислам? Многие из людей сегодня задают этот вопрос. Ислам является темой многих дискуссий. И очень часто люди не имеют представления о сущности этого слова. Даже многие из мусульман не уверены в том, как оно переводится. Слово «ислам» является единственным словом в переводах Корана, которое не переводят и оставляют на арабском языке. У этого есть своя причина. Если мы заглянем в словарь арабского языка, мы увидим, что его языковое значение заключается в нескольких словах. «Аслама» является глаголом существительного «ислам». Оно подразумевает такие значения, как покорность, повиновение, искренность и мир. Покорность и повиновение повелениям или предписаниям — это понятно. Но искренность. Остановимся здесь на секунду. Если это требует искренности, значит, это не может быть каким-либо образом навязано. Потому что если что-либо было навязано, это исключает искренность. Потому концепция того, что ислам распространился мечом или каким-либо другим видом силы, невозможна, так как ислам требует искренности. И, наконец, слово «мир» — это то состояние умиротворения, которое человек ощущает в своем сердце после исполнения первых трех условий, после того, как человек искренне вошел в покорность и повиновение, он ощущает умиротворение по отношению ко всему, что из этого исходит. Но что же все-таки обозначает ислам? Мы говорили о языковом значении этого слова, но что же все-таки под ним подразумевается на самом деле? Какая связь ислама с Аллахом? Является ли Аллах Богом? Есть ли у него какая-то цель? И кто такой Илях? По факту, самым значимым значением в исламе является Аллах. Слово «Бог» является не совсем точным переводом этого слова, так как слово «Бог» в русском языке имеет только одно значение — «Бог». В арабском же языке «Аллах» исходит из слова «Илях», которое обозначает предмет поклонения. Это может быть что угодно — камень, палка, кость, ручные изделия, что-либо, что можно положить на полку, звезды, луна, Вселенная. Словом, все, чему человек может поклоняться и превозносить, является илях. Это также может быть положение в обществе. Кем человек является? Социальный статус, карьера, деньги. Все это является илях, предметом поклонения. Слово же «Аллах» не просто обозначает предмет поклонения, а является именем настоящего Бога, единственного, достойного поклонения. Аллах — единственный, кто достоин поклонения. В таком случае, является ли этот Бог Богом арабов-мусульман? Естественно. А что насчет арабских христиан? Знаете ли вы, что также существуют арабы-христиане и арабы-иудеи? Для обозначения Бога они используют то же самое слово. На первой странице арабской Библии, которая, кстати, является намного более древней, чем русская Библия, вы найдете слово «Аллах» в 17 местах. Вот так вот. Идем дальше. Что насчет веры в Мухаммада? Это что-то подобное вере христиан и иудеев? Христиане веруют в Авраама, иудеи веруют в Авраама. Этот пророк являлся для них праотцом единобожия, веры в одного Бога. Потому ответ будет утвердительным, потому что это именно то, о чем говорил Мухаммад. Многие люди не подозревают, но Мухаммад, мир ему,
является прямым потомком Авраама. Именно так, через его сына Измаила. Хорошо известно, что Измаил является праотцом многих сегодняшних арабов. И, изучая его потомков, одного за другим, мы доходим до пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Как насчет остальных пророков, являющихся потомками Исаака, другого сына Авраама? Значит, мы знаем Моисея, не правда ли? А также Давида, Соломона и, конечно же, Иисуса. И мы говорим «мир им всем». Для мусульман это очень важно, всегда повторять, когда мы произносим их имена, да пребудет мир над ними. Знаете ли вы, что общего было между Моисеем, Давидом, Соломоном, Иисусом и Мухаммадом? То послание, которое они принесли людям. Авраам повелевал людям поклоняться Богу напрямую и остерегаться язычества и многобожия. Моисей. Да, это же известно каждому. 10 заповедей Моисея. Самая первая из них гласит: «Не поклоняйтесь никому, кроме одного Бога». Приказ от Бога: «Не поклоняйтесь никому наряду со мной». Бог приказывает Моисею это выгравировать. Как насчет псалтыря Давида и Соломона? Конечно же, они имели идентичные убеждения. Их вероубеждения не были похожими. Они были идентичными. И, наконец, Иисус, мир ему. Многие скажут, что Иисус говорил то или другое. Но если мы действительно заглянем в Библию, что мы увидим? Мы увидим, что Иисус не был тем, кто имел все эти разнообразные идеи и мнения. А им на самом деле был Павел. Слова же Иисуса в точности соответствуют предшествующим его пророкам. От Матфея 5:17 Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Если же мы заглянем в книгу Марка, мы увидим самую главную заповедь. Посмотрите, что он говорит. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Теперь мы узнаем, что это послание действительно было очень важным. Поклоняйтесь Богу и не поклоняйтесь ничему наряду с Ним. И это является в точности тем же самым, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, пытался донести до людей в свое время в Мекке, так как они отошли очень далеко от предписаний своего праотца Авраама. Да, они до сих пор практиковали некоторые ритуалы, но без настоящей веры. Они до сих пор совершали обход вокруг места, которое построил Авраам со своим сыном Исмаилом. И вы знаете, что самое странное в этой ситуации? Эти люди полагали, что они совершают именно то, что их предшественники. Но на самом деле они настолько далеко отошли от этого, что их поклонением стало просто физическое присутствие без какой-либо веры, как в поклонении, так и в взаимоотношениях между людьми. Они погрязли в алкоголе, разврате и беспределе. Они не были хорошими людьми. Возвращаясь к исламу, как насчет книги, которая называется «Коран»? О чем она? Стоит начать с того, что вера в Коран включает в себя веру во все прежние писания, что указано в самых первых строках Корана. Вера в то, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и в то, что было ниспослано до него. Коран повествует нам о Торе, Забуре и Инджиле. Тора является 5 книгами Моисея. Забур — это псалмы Давида, а под Инджилем подразумевается Евангелие. Потому тот, кто не признает, что эти писания изначально были ниспосланы Господом Богом, их веры в Коран самой по себе недостаточно, так как Коран повелевает нам веру в Писания, ниспосланные Богом до него. Что же обозначает это слово «Коран» по-русски? Оно не обозначает «книга». Слово «Библия» обозначает «книга» с греческого «библиос».
Слово «Коран» арабское и обозначает чтение, то, что читается. И именно таким способом Коран дошел до наших дней. Знаете ли вы, что Мухаммад повторял его так, как он слышал его от ангела Гавриила? А после этого читал его людям. Теперь мы сделаем небольшую паузу, после которой мы вернемся к разговору об этих книгах. Продолжение в следующем видео.